А от себя добавлю, что сегодня присутствующие здесь спикеры, авторы этой инициативы, относят себя, кстати, отмечу очень такой показательный момент, к оппозиционно настроенным власти силам. Итак, тема сегодняшней пресс-конференции «Конституция КР на пороге изменений». Еще раз, кто инициирует поправки и какие именно на этот раз. Перед вами спикеры, члены общественного движения с выразительным названием «Народный контроль». Некоторые персоны вам хорошо известны, но позвольте мне вам еще раз представить. Господин Кубаныч Бек Исабеков, лидер общественного движения «Народный контроль». Вы знаете, это экс-депутат Жогорку-Кенеша и экс-спикер Жогорку-Кенеша. Опытный политик, общественный деятель, который всегда держит руку на пульсе общественно-политической жизни страны. Его сопровождают члены Народного контроля, позвольте вам представить, госпожу Наргизу Курманбекову, и с удовольствием представляю вам Алтынай Арстанбекову. Вы, конечно, понимаете, что всю информационную нагрузку возьмет на себя господин Кубаныч Бек Исабеков. Информация прозвучит как на русском, так и на кыргызском языке, а затем традиционно последует вторая часть пресс-конференции «Вопросы и ответы». Напоминаю журналистам, что все ваши вопросы к спикерам по темам, указанным в пресс-конференции, вы должны отправлять на WhatsApp. Это мой WhatsApp 0550 70 2011. И вы получите исчерпывающие ответы, потому что мы работаем не только в режиме онлайн, но у нас еще также ведется видеозапись, которая будет отображена полностью, в полном варианте, без купюр, на нашем сайте. Итак, мы начинаем. Кубаныч Бек Исабеков. В данном случае он выступает как лидер нового общественного движения «Народный контроль». Прошу вас. Самый старый урматтуу мекендештер, здравствуйте, уважаемые наши сограждане. Бүгүнкү тема өтө маанилүү деп эсептейбиз. Мына Конституция менен жашап атканыбызга азыркы бүгүнкү күнгө 10 жыл болду. Тилекке каршы Конституциянын көп эренелери бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Жана алдыда келаткан чоң саясий маселе шайлоо законун дагы өзгөрүүгө алгылыктуу жумуштар иштебей жатканына байланыштуу Конституцияда бир топ эренелери карама каршы өкмөттүн, мамлекеттин иштерине тоскоолдук кылып аткандыгына байланыштуу биз коомдук жарандар катары мына бул чоң саясий ишке кандай барганын атабыз. Жергиликтүү шайлоолор да болгон атат. Анан жогорку кеңешин шайлоосу турат. Бул Кыргызстан тагдырында өтө маанилүү маселе болуп отургандыгына байланыштуу биз өзүбүздүн жарандык милдетибизди, кайдыгерлик эмес милдетибизди көрсөтөлү деген ушундай кыймыл ачылган. Бул кыймылдын ачылганына жарым жыл болуп баратат. Ошого байланыштуу бүгүн айласында мына жогорку кеңеш дагы чечкиндүү бир кадамга барбай, бул мыйзамдык бийлик, мыйзам бийлигинин мыйзам чыгара турган негизги максатын, негизги мойнундагы милдетин аткарбай атканына байланыштуу биз бүгүн элибизге, журтубузга кайрылуу жасайлы деп чечтик. Мисалы, айта турган маселе болсо, мына бүгүн Конституциябызда түп нускасы жок. Дүйнө жүзүндөгү жалгыз мамлекетпиз. Конституциясы жок жашап аткан мамлекет деп айтсак болот. Ал Конституцияга да өзүңүздөр билесиздер, Атамбаев президент болуп турганда да өзгөрүү кошумчалар киргизилген. Тилекке каршы көп беренелери айтып өткөндөй карама каршы болуп турат. Алсак мына бүткүл дүйнө жүзүнө Конституциянын түп нускасы жок болгонуна байланыштуу биз шерменде уят болгонбуз. Бүгүнкү күнгө чейин өзгөртүү толуктоо кирбей турат. Мисалы алып айтсак, Конституциянын гарантиясы жок бүгүнкү күндө. Бул президенттин ыйгарым укук милдетинде дагы Конституциянын адам укугунун гаранты боло турган бир дагы беренеси жок. Бул абдан начар нерсе деп айтсак болот. Хорошо. Ну, нажимаем, там это что-то не работает. Хорошо. Андан сырткары, мына айтып өтсөк, мамлекет башчынын дагы укугунда сырткы саясатты алып баруу мүмкүнчүлүгү жок. Ички сырткы саясатты өкмөт алып барат деп эрене бар. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзам дагы бар. Тилекке каршы ал мыйзам боюнча өкмөт толук кандуу ишин алып барып атат деген бүгүнкү күндө толук ишеним жок.
жана чекеси бытарлык жумуш алып барылган жер жок. Мына пандемияда болуп өттү. Пандемиядан өтүп атканда баарыбызга белгилүү болду. Биздин даярдыгыбыздын да жоктугу. Андан сырткары азыр сырткы ички карызыбыз дагы көбөйдү кескин түрдө. Ошол эле коррупцияга каршы жумуштар алгылыктуу болгон жери жок десек болот. Анан биз кайдыгер адам катары жашоо бул аябай чыккынчылык деп эсептейбиз. Ошон үчүн мына өкмөттүн дагы алгылыктуу иштери болбогондуктан алып бара турган пландары жок. Анын үстүнө мына азыр өтө оор маал келип турат, пенсия пособияны эмне менен төлөнөт? Июнь айыныкын. Андан кийинки айлар 1,5 миллиардтан ашык чет мамлекеттерден доллар менен карыз алынды. Кайда кеткени, кайдака жумшалып атат, кандай бул коронавируска дарылоого бир адамга канча чыгым кетип атат. Мына туризм дагы чоң проблема болуп турат, быйыл үзгүлтүккө учураган турат. Андан сырткары чек ара маселелери чечилген жери жок. Мына Тажикстан менен, Өзбекстан менен, мына жакын арадан бетери Казакстандан дагы биздин 400 машинедей күнүгө туруп атат. Демек, соода сатык Евразияске киргенибиз менен соода сатык дагы жакшы болбой турат. Ошон үчүн баалар дагы өсүп атат, жоопкерчилик жок десе, өчүп атат, жумушсуздук проблемасы чечилген жок. Мигранттардын көпчүлүгү мына Москвадан, Новосибирскиден, Турциядан, Санкт-Петербургдан, Эмираттан келе албай атышат. Бир топтордун бала бакырасы менен келе албай атат, оорук чалдары бар. Андан сырткары бизде баалар дагы өсүүдө. Демек, мамлекеттин келечеги кандай болот? Азыркы шайлоо кандай өтөт? Бул бүгүнкү мыйзам менен өтүп кете берсек, жалаң байлардын партиялары келчүдөй болуп атат. Жалаң байлар эле азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттар бул крестолорду приватташтырып же прихватташтырып алгандай болуп атат. Ошон үчүн биз ушул коомду ачканбыз. Бул коом, бул мамлекетибиздин 4 бурчунан тең мүчөлөрүбүз бар. Биз жогорку кеңешке, өкмөткө да, бийликке кайрылууларды бир нече жолу жасап келгенбиз. Тилекке каршы жооп да болбой атат. Ошого байланыштуу бүгүн элге кайрылуу жасап атканыбыздын себеби ошол. Если сказать на русском языке, уважаемые наши сограждане, нетерпимость среди населения растет в нынешней ситуации. Это движение «Народный контроль», и всем вам известно, в Советском Союзе тоже был народный контроль. Есть разные течения, есть разные партии. Мы, не безразличные люди, объединились с одной целью, чтобы, во-первых, нынешний парламент, жогорку кеңеш, изменил Конституцию. Конституции, вот у нас единственная страна в мире, мы опозорены на весь мир, что у нас нету до сих пор настоящей Конституции, то есть подлинника Конституции у нас нет. К сожалению, вот 10 лет мы живем с этой Конституцией. Бытность Атамбаева, еще одна была попытка изменения, дополнения внести. Сегодняшний день Конституция противоречивая очень, даже вот если взять разделы про президентской власти, про жогорку кеңеш, про исполнительную власть или судебную систему. У нас противоречивые даже Конституции 70-й статьи о выборах, которые 5 пунктов друг другу противоречат. Мы обращались неоднократно к жогорку кеңешу, который вправе изменить определенные статьи Конституции, да, и в правах жогорку кеңеша четко расписано. И впереди предстоит у нас очень политически важное мероприятие, выборы жогорку кеңеша, депутатов жогорку кеңеша нашей страны. Это судьбоносное мероприятие, мы считаем. И местные выборы сейчас перенесены. Произошли изменения в связи со всемирной болезнью коронавируса. На его оказалось, что наша неподготовленность нашей страны, и правительство не готово к этому было там, да, и внешние и внутренние долги растут в нашей страны. К сожалению, правительству нету определенной программы после пандемии, как будем выходить из этой ситуации. У нас безработица растет, проблемы миграции не решены. Особо сейчас проявляются нерешенные проблемы с приграничными, нерешенными земельными участками. Вот, и с Таджикистаном чуть ли не боевые действия происходят, есть случаи гибели, ранений. И сейчас в последнее время произошли столкновения жителей приграничных сел Кыргызстана и Узбекистана.
Большие проблемы с товарооборотом предстоят у нас, проявляются с Казахстаном сейчас, хотя мы в одном Евразиатском экономическом союзе находимся. Сейчас проблемы возникли с выплатой пособий, пенсий, как будет заработная плата бюджетным сферам. Внешний долг вырос уже на 500 миллиарда только в этом году, а внутренний долг сейчас вырастает. Безработица у нас, проблемы с миграцией. Поступление от мигрантов в этом году резко сократилось в нашу страну в связи с тем, что и в России, и в других странах сократились, закрыты многие предприятия, организации. Многие наши граждане хотят вернуться. К большому сожалению, наша сторона не готова к этому. И коррупция возрастает, хотя объявлена государственная, общегосударственная борьба с коррупцией, но население прекрасно понимает и знаем, что определенные проблемы в этой отрасли, в этом направлении остались. Под большим срывом сейчас стоит и туризм летний. Нам придется только ориентироваться на внутренний туризм. Подготовка в этом направлении тоже у нас желает быть лучшего. И естественно, мы, как граждане, не безразличные граждане нашей страны, объединились в этом направлении. Мы предлагаем изменить Конституцию, в срочном порядке принять изменение, дополнение в Конституционный закон о выборах Джордж Кенеша и президента нашей страны. Конкретно по статейно мы предлагали Джордж Кенеша, но, к большому сожалению, Джордж Кенеша депутаты сейчас обсуждают только те моменты, как бы остаться, снова избраться в парламент. Если так дальше пойдет, одни богатенькие придут, а широкие слои населения останутся за пределами. Не изменены, конечно, те статьи, которые бы залоговую сумму 5 миллионов, они предлагают даже 10 на 10 миллионов увеличить. Мы предлагали хотя бы сделать 1 миллион. И порог на 7% только рассматривать, хотя Джордж Кенеш обязан был рассмотреть 5% порог, потому что 5% порог законопроект был общественностью обсужден в прошлом году еще и внесен был раньше, чем 7%. Мы предлагаем также, да, и поддерживаем тех депутатов, которые предлагают внести норму, если, допустим, партия даже не проходит, но среди кандидатов в составе этой партии есть люди, за которых народ проголосовал больше, чем другим. То есть, хотя бы, если не пойдут на мажоритарную систему, хотя бы эти кандидаты могли быть представителем народа в будущем Джордж Кенеша. Мы вообще предлагали сократить численность депутатов и пойти на мажоритарную систему. Потому что сейчас, допустим, если взять, с тяжелого района, Акталинского района ни одного депутата нет, с Тюбского района нету. В прошлом парламенте вообще с Карасуйского района ни одного депутата не было, тогда, когда, допустим, с Алайского района были 16 депутатов. Вот партийная система тоже наглядно нам показала свои недостатки, а законодательная ветвь власти сегодня является основной ветвью власти, которая формирует это правительство. Мы сейчас предлагаем наше общественное движение вообще сделать новое правительство, пока не поздно, правительство с народным доверием, из числа современных менеджеров, которые могли бы сейчас разработать хорошую общественную программу для подъема экономики, для выхода из этой кризисной ситуации. Мне все. Я хотел бы предоставить слово и нашей молодежи, которые сейчас все говорят, молодежь надо продвигать, я за это дело. И сейчас, конечно, молодежь присутствует и в парламенте, и в составе правительства, но в то же время надо их тоже готовить. Я за то, чтобы и девушки, и молодые присутствовали в нашей стране в властных структурах, как в парламенте, так и в исполнительной ветви власти. Спасибо. Спасибо. Кто из девушек, пожалуйста, может быть, вы? Да, конечно. Пожалуйста, прошу вас. Саламатсыздарбы, мен атым Алтынай Арстанбекова. Мен 97 жылдан бері журналистикада жүрөмүн. Мамлекеттик телекомпанияларда, жеке телекомпанияларда иштеп жүрдүм. Ошол 23 жылдан берки тажрыйбамда мен
элден өткөн, эл өзү көзөмөлдөгөн, элге көз каранды болгон гана журналистика бул деген чындыкты жазат экен деп чечип, мен өзүмдү 2017 жылдын аягы 2018 жылдын башынан бери 2 жылдан ашып калды, өзүмдү көз карандысыз элдик журналист деп атадым. Эч ким айлык бербесе дагы ошол элдин арасындагы актуалдуу маселелерди чагылдырып, эл каалаган маалыматты, эл билгиси келген маалыматты элге жеткирүү максатын коюп келем алдыма. Түз эфирлерди уюштуруп келем. Анан кийин Кубанычбек Сайтмедиевичтин сунушун кабыл алып, мен агайга кол бут болуп, колдоп чыктым. Ушул элдик көзөмөл кыймылынын мүчөсүмүн. Себеби акыркы жылдары ошол 10 жылбы же 15 жылбы такыр эле ушундай кен байлыктар боюнча, чек ара маселелери боюнча, анан мынабу пандемия учурунда ошол биздин өкмөтүбүз, биздин Кыргызстандын бийлиги алсыз экенин көрсөтүп койду. Анан агай мигранттарды айтып кетти, бул деген аябай жүрөктө өткөн, жүрөктү канаткан чоң маселе. Анткени ошол мигранттар жакшы жашоо издеп алыска кеткени менен бала чакасы калып кетип атат. Баягы кордолгон, зордолгон жаш балдардын көбү бул деген мигранттардын балдары болуп чыкты статистика боюнча. Эгерде ата энеси баланын жанында болсо, ата эне өзү кам көрүп, өзү жанагындай зөөкүрлөрдөн сактап калышы толук мүмкүн болчу. Анан баягы туугандарына, кээ бирөөлөр болсо тааныбаган эле адамдарга таштап кетет экен балдарын. Эми бул дагы ушул жашоо чындыгы, ошондуктан ошол мигранттардын абалы дагы бизде аябай өтө курч маселе ойдон турат. Былтыры парламентте 2019-2018 жылы парламентте мигранттарга көңүл бөлмөш этишти эле. Бирок деген ал дагы маселе орто жолдо калып кетти. Ошондуктан жанагы азыркы шайлоого кетип аткан аты чыгып калган партиялардын арасынан мен ошол мигранттарыбыздын арасында дагы аябай сабаттуулары, билимдүүлөрү, жогорку билимдүүлөрү, керек болсо ошол чет өлкөдө жакшы кызматтарда билим алып, жакшы кызматтарда иштеген биздин мигранттарыбыз бар. Ошол мигранттарды дагы кошуш керек деген ойдомун. Ошол мигранттар дагы жогорку кеңешке барыш керек. Алардын акчасын алып эле ошол айыл турмушун оңдоп, биз аларды пайдаланбай, аларды дагы биз жогорку кеңешке өткөрүшүбүз керек, шайлашыбыз керек деген пикирдемин. Мен оюмда ошол акыркы 3-4 жылдан бери жанагы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, мурунку биринчи келген конок, экинчи келген конокту сүйбөйт болуп, мурунку бийлик менен күрөшүп эле өтүп кетип атат убактысы. Анын ордуна деген жанагындай прогрессивдүү, алдыга жылуу кадамдарын таштап, кандайдыр бир чоң, ири долбоорлорду, жакшы иш-чараларды алып барыш керек болчу. Андай болбой атат, мен андайды көрбөй атам. Ошондуктан деген анан айта кетчү нерсе, кадрдык саясат өтө туура эмес жүрүп атат. Анткени деген өзүбүз көрүп атабыз, биздин парламент баш болуп, бизди аламга, Кыргызстанды аламга уят кылып атат. Ошондуктан мен ушул бардык нерселерди көрүп, сезип, анализдеп, өзүм аралашып, митингдерге чыгып, тартып, түз эфирде көрсөтүп жүрүп, мен ушул элдик көзөмөл коомдук кыймылына кошулуп, ар бир окуяга элдик көзөмөл жүргүзүлүш керек деген ойдо ушул Кубанычбек Сайтмедиевичти колдоп, ушул кыймылга кошулганымды айтайын дедим. Орысча айтпайм жанагыларына? Да, коротко. Я с 97-го года в журналистике работала во многих государственных телеканалах и в частных тоже. И в итоге конец 17-го года, начало 18-го года пришла к такому выводу, что журналистская канал должна быть независимой ни от кого, ни от государственной власти, ни от частного канала своего хозяина. Поэтому я решила стать независимой, истинно народной журналисткой. И я сейчас, не получая ни от кого зарплату, я говорю, пишу, снимаю все те вещи, которые актуальны в обществе. И в последнее время я не согласна с тем, что происходит у нас в Кыргызстане. Это вот митинги по границе. Вот COVID-19 показал, что наше правительство, наша власть оказалась не готовой ни к чему.
И по поводу мигрантов хочу сказать, что все вот эти дети, которые в статистике, дети, которые были изнасилованы или там убиты, я не знаю, но вот они, оказывается, чаще всего это дети мигрантов. Мы знаем, что мигранты своих детей оставляют своим родителям, своим родственникам, зачастую, оказывается, они оставляют еще и незнакомым людям. И поэтому я хочу сказать, что мигранты тоже должны, они отправляют деньги своим родственникам, еще и они сами там какие-то стройки делают, строительство делают у себя в регионах, мост или кому-то дом строят, или там, я не знаю, спортивный центр. И этим они помогают государству, но я хочу призвать их еще к тому, чтобы они пришли в парламент. У нас очень много мигрантов, которые очень грамотные и живут за рубежом. Я хочу их тоже призвать общество, чтобы мы голосовали за мигрантов, которые хотят прийти в парламент. Я с удовольствием приняла предложение Кубанычбека Сатниндиевича и очень рада оказаться в рядах общественного движения «Народный контроль». Почему? Потому что последние годы я вижу, что народ уже не согласен ни с чем, всем тем, что происходит у нас в стране. Поэтому я тоже заявляю о том, что я не согласна с кадровой политикой власти, не согласна с тем, что у нас происходит в Кыргызстане. И поэтому я в рядах общественного движения «Народный контроль». Спасибо, Алтынай. Наргиза, вы что-то добавите? Буквально одно слово. Да, здравствуйте, меня зовут Наргиза. Я хотела сказать по поводу нашего общественного движения. Оно создано еще с января месяца нынешнего года. Мы имеем в членстве более 2000 граждан, не безразлично в судьбе нашей страны. Наше движение имеет название «Народный контроль». Как вы знаете, согласно Конституции, высшим органом власти является народ. Мы, как народ Кыргызстана, имеем право контролировать действия нашей власти, имеем право требовать отчет и знать, что с нами происходит. Мы выражаем свою конструктивную оппозицию. Мы не говорим только плохого. Мы также поддерживаем нехорошие стороны работы нашей власти. Единственное, что мы хотим сказать, так это с чем мы не согласны. До меня прозвучали проблемы нынешние. Так вот, мы бы хотели, чтобы мы боролись с этими проблемами, чтобы мы пришли к какому-то заключению, чтобы мы уже пошли к развитию и к процветанию. Спасибо. Зина Капаровна, можно будет одно предложение? Да, я скажу. Биринчи кыргызча айтып кетейин. Мен кайдыгер эместигимди көп жылдан бери билдирип келем. Социалдык тармактарда сиздерде дагы кайдыгер эмес жарандарды, кайдыгер эмес биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын ушул биздин кыймылга кошулуңуздарды чакырып кетем. Я призываю всех тех граждан, которые тоже не безразлично относятся к тем событиям, которые происходят у нас в Кыргызстане, присоединиться к нашему движению. В конце где-то мы озвучим адрес, номера телефонов. Вот что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. У Даши есть вопрос, пожалуйста, прошу. Да, у меня несколько вопросов. Первый на вам, пожалуйста, вы считаете, что более всех наших проблем будет несчастье сводится к несовершенству Конституции? И если мы ее изменим, то наша жизнь сразу наладится, и мы сможем побороть коронавирус и снизить безработицу. Отвечу. Мы все должны на законном русле жить, в рамках закона. К сожалению, наша законодательная база, несовершенно получается, во главе с Конституцией. В связи с этим мы предлагаем изменение и дополнение Конституции. 10 лет мы жили без Конституции, потому что нету подлинника Конституции, был большой скандал международный, и до сих пор никто так и не может сказать, где наша Конституция. Во-вторых, очень много противоречий, как я уже озвучил, да? Не только законов с Конституцией. И даже вот я говорил, что вроде бы президент ездит, заключает контракты с коллегами, ведут переговоры там, но фактически по Конституции
он не имеет права. Получается, это удел правительства. Правительство внешней политикой не занимается. Как и внутреннюю политику в нормальном русле не может вести нынешнее правительство. Поэтому мы предлагаем сейчас отправить в отставку нынешнее правительство, создать правительство народного доверия из числа современных, более практичных менеджеров, которые могут сейчас вывести нашу страну из этой ситуации. И на базе хороших законов мы должны провести и осенние политические вот эти выборы парламентские, и местных выборов и так далее. Мы предлагаем также, знаете, мы против радикала, мы предлагаем начать с Конституции, да, и другие законы привести в соответствие. Соответственно, конечно, сейчас очень большая часть населения недовольна тем, что происходит в нашей стране. И мы официально заявляем о своей конструктивной оппозиции, предлагаем объединиться всем тем, которым не безразлично будущее нашей страны, чтобы внести свои предложения, помочь правительству, поддержать все положительное, отрицательно будем высказываться, и не только высказывать, но у нас есть определенные программы и видения, которых мы предлагаем. У меня можно даже один вопрос сразу сопутствующий. Вы хотите внести изменения в Конституцию. Тут же вы говорите, что Конституции как таковой нет, по крайней мере, оригинала нет. Значит, вы хотите внести изменения в несуществующий де-юре документ. Вот как эту проблему, вот эту коллизию, которая действительно абсолютно уникальна, ее решить? То есть вы хотите вернуться к первоистокам, либо вносить изменения в то, что не является, по большому счету, легитимным. Вот важный момент, пожалуйста. Если вот права Джордж Кинеша, 74 статья полномочий Джордж Кинеша расписаны. Джордж Кинеш принимает законы, касающиеся даже референдума. Да? Джордж Кинеш может вносить изменения в настоящую конституцию. Написано. Если Джордж Кинеш начнет вносить на каждый раздел новые положения, которые будут соответствовать современным реалиям, и будущее будут очерчены именно в этой Конституции, будем считать, что это новая Конституция. Это, то есть она узаконенная, и вы знаете же, вот, допустим, когда Джордж Кинеш принимает, депутат-инициатор, да, если больше половины депутатов сейчас внесут изменения и дополнения, и 2/3 голосов изберут, то есть проголосуют, да, и там будут расписаны, кто инициатор, какие обсуждения прошли, какой комитет рассмотрел, и потом как проголосовали, и потом президент подпишет, это означает, что это подлинник. То есть таким образом вы убиваете двух зайцев. Да. Внесение поправок узаконит. Конечно. Вот эту мысль я и хотела уточнить. Извини, дальше продолжай свой вопрос. У меня вопрос такой. То есть ваше движение на неполитическое, но общественное, правильно? Да, общественное. Вы заявляете о своей конструктивной официальной оппозиции. Да. Позиции по отношению к власти, я поняла. То есть вы на выборы не пойдете в 2020 году? Вас вообще приглашали какие-то партии? Если приглашали, то какие? Ну, я как политик со многими встречался. Могу озвучить и с тем же Темир Сариевым встречался, с тем же действующими депутатами. Садахан Кимсанбаевич тоже встречался, да, Магомаровым. Встречался и с аксакалами. Ездил я по Нарынской области, по Иссыкульской области, здесь в Чуйской долине. Встречался с действующими депутатами, и с бывшими депутатами. Я постоянно в контакте. Если вы заметили, и в прошлом году, и позапрошлом я активно участвую в нашей общественной жизни, нашей страны, и политической жизни. Я политик. И не могу безразлично относиться. Я здесь живу в нашей стране и намерен дальше жить. И мои дети, и внуки есть, и мои предки здесь похоронены. Для меня будущее страны не безразлично. Я не могу смотреть просто сквозь пальцев, когда у нас творятся вот такие вещи. Допустим, сейчас вот Алтынай правильно заметила, недавно прошли только Международный день защиты детей, да? А у нас, представьте себе, 27 особо жестокости, в прошлом году только было, с особой жестокостью убийства, насилия детей. Я даже, знаете, вношу предложение ввести смертную казнь за такую жестокость несовершеннолетним или детям, или за неоднократное совершение такого вида преступления. У нас нет смертной казни, а надо бы ввести, да?
И я предлагаю сейчас отправить правительство в отставку сейчас и создать новое правительство с народным доверием. То есть пусть это объявит некоторые должности, даже конкурсную, и пусть это придут и молодежь, и из числа тех мигрантов, которые прошли хорошее обучение за рубежом и так далее, на конкурсной основе. Почему одних и тех же держат сейчас, да? И мы позоримся, те, которые двух слов связать не могут. И в составе правительства сейчас есть. Понимаете, вот таких людей. И я с нашими мигрантами много общаюсь, они звонят и говорят, вот пусть лучше они не приезжают, говорят, чем вот так позорят нас, говорят, нашей страны, вот в Москве или в каких-то других симпозиумах или мероприятиях. Да? Поэтому мы предлагаем это. Я бы предложил я официально объявляю о том, что я в оппозиции нахожусь конструктивно, и в то же время привести в соответствие законодательства, потому что вот представьте себе, вот президент наш Сооронбай Жээнбеков ездит, подписывает соглашения в других странах. Это ШОС, СНГ, это ОДКБ и так далее. Да? А если завтра кто-то подаст в суд, на каком основании вы подписываете от имени государства соглашение? Что будет? По Конституции он не имеет права. И что он будет говорить, Владимир Владимирович, подождите, я спрошу разрешение у нашего правительства, да? А правительство – это легальный орган. Один премьер-министр не может разрешить. Это надо собрать заседание правительства, чтобы не меньше половины присутствовали. И потом они согласились, чтобы президент подписал. Да, бытность Атамбаева просто законом протащили, чтобы президент имел право вести внешнюю политику. А Конституция это запрещает. А Конституция главный закон. Если противоречивые другие законы будут приняты Конституцией, то Конституция гласит о том, что они недействительны. То есть они неприемлемы. То есть они не действуют, эти законы. Поэтому мы предлагаем привести в соответствие. Я бы, допустим, всенародно избранному президенту дал бы внешнюю политику. И чтобы там правительство, то есть народ мог спросить у президента также. А так ответственность не предусмотрена. Допустим, Совет Безопасности. Завтра тоже собирается Совет Безопасности заседать. И по закону написано, что рекомендательный характер носит решение Совета Безопасности. Или же надо правительству дать полностью, тогда надо ликвидировать институт президентства. Понимаете, у нас получается нету гаранта Конституции. Допустим, в Армении. Армения член Евразес. Там премьер-министр решает все вопросы. У нас президент есть и правительство есть. И никто из них по закону не определены, кто из них чего ведет. Понимаете? Или же Америку возьмите, там же нету премьер-министра. Есть президент и вице-президент есть. Количество президентов, то есть членов правительства намного, 2 раза меньше большой Америки, чем у нас в Кыргызстане. Мы предлагаем вообще систему изменить. Систему государственной власти, систему государственного устройства в целом. Зачем нам 55 акимов, мэров городов? И сейчас членов правительства 2 раза больше стало, чем бытность Акаева или Бакиева. Понимаете, госкомитету, госагентству, госслужбы, и возьмите департаменты, более 300. А зачем столько губернаторов нам нужны? Зачем нам 120 депутатов? Вот половина бюджета съедает вот сегодня. А лучше бы эти деньги сэкономить. Лучше производство открыть, рабочие места открыть, налоги бы пошли. Мы вообще против, чтобы брали деньгами кредиты. Нам лучше бы техникой взять кредиты, рабочие места создавать. И соцфонд, и это. Сейчас представьте себе, вот я тоже руковожу компанией. И мы простояли эти месяцы. Сейчас с июля месяц надо платить. Я еще домкому являюсь, сегодня ко мне обращаются, вот, Бишкек теплосеть. Если мы, говорят, вот так будем платить, не будут платить ваши жители, а с чего они будут платить? Уже по 20, по 15 тысяч накопления есть. За отопление, за горячую воду. Представьте себе, мы впереди сейчас очень перед огромной дырой стоим в бюджете. 18 миллиардов не будет поступать. Это официальная часть. А неофициально сколько будет? Вы так и не ответили, вы на выборы-то пойдете? Вы знаете, не самое главное, кто где будет. Если я лично, как знающий парламентскую кухню, собираюсь идти. Но это не стопроцентное решение. А с кем? Это, позвольте, сейчас законы даже не позволяют. Мы не имеем права с какой партией и так далее. Я вам говорил, что порядка 10 партий, я с ними общался, разговаривал. У них тоже предложения есть.
Приглашение есть, объединиться есть и так далее. Никто не запрещает объединиться с кем-то либо, да? Если дух подходит, программа одинаковая, и взгляды и так далее. Ну, допустим, я 10 лет, Дарья, я вас очень уважаю, жил спокойно, работал, ну, общественно-политической жизни участвовал. Но увидев нынешний парламент, понимаете, мне очень обидно, больно. Поэтому я решил, хотя я не молодой человек, да, молодых надо продвигать, но их готовить надо. А то двух слов связать не могут некоторые депутаты молодые, да, и это позорно. И, к большому сожалению, руководители же Оргкомиша, да, сегодня сами ноль. А мы-то их учили, допустим, депутатов. Если вы помните, я на ИСИКУЛь с помощью ПРО мы неделю готовили вот, новых избранных депутатов. Какой порядок законотворства, какой порядок приема, выдвижения законов, как себя вести, международный протокол, и, начиная с одежды. Если вы помните, я даже запрещал в футболках ходить, там, это, приводил порядок в здании и так далее. Ну а нынешний Оргкомиш это просто посмешище. Я не понимаю, как депутаты терпят и как сейчас общественность относится к Оргкомишу, ну, сами понятно, просто плачевное состояние. А если дальше, то они же изберутся и придут, как будет дальше у нас развиваться наша страна? У меня вопрос, пожалуйста. Вы говорите о том, что необходимо избрать новое правительство. У меня в связи с этим один конкретный вопрос. Это хорошая идея, Лукашенко ее весьма успешно, предварительно глубоко продумав, очень уже совершил. Несмотря на то, что могут заявить, что в такой острый критический момент экономически это не рациональное дело. Можете вы хотя бы назвать 5 человек, которые, на ваш взгляд, способны работать? Можете ли вы назвать? По именам? Вот представьте себе, сегодня премьер-министр де-юре есть, де-факто нет. Скандалы идут в самом составе правительства, во главе с премьер-министром. Как мы дальше будем идти? И состав, посмотрите, пожалуйста, вице-премьер-министров. Устраивает вас? Меня, допустим, не устраивает. Многие об этом думают и говорят, и пишут в интернете, в социальных сетях и так далее. Да? Кажется, только один вице-премьер-министр работает, Буронов и так далее. Да? Я бы назвал его тоже достойным. Поставить во главе правительства. Опытный, давно был министром МЧС, много чего сделал. И на сегодня с пандемией, кажется, только он и работает. Ну, такое общественное мнение складывается. Знает свое дело. Но вы знаете, у нас, к большому сожалению, я скажу, к большому сожалению, подчеркиваю, есть юг-север, как и в Казахстане, допустим, Улуджис, Кичиджис, и считают люди, если президент с юга, значит, это Буронов тоже с юга, так не пойдет, да? Хотя спикер с севера, да. Я бы здесь вычеркнул бы все вопросы, достойных надо было ставить, не разделяясь. Называем фамилию. Второе, пожалуйста, посмотрите, министр социальной защиты и труда, молодой, перспективный, Улугбек. Кочкоров. Я тоже его назвал бы. Да. И понимаете, состава депутатов рвущих тоже есть. Но я бы против был бы из состава нынешнего парламента кого-то премьер-министром ставить. Потому что уже депутаты становились вице-премьерами не один раз, и я результатов эффективных такого не вижу. Но и я бы, знаете, с состава даже бывших посмотрел бы. Людей нельзя делить сейчас на Акаевских, Бакеевских, Отумбаевских, Атамбаевских, Джембековских. Надо объединить. Задача власти объединить. Я бы даже конкурс объявил бы сейчас. Я назвал 2 кандидатов, но я не хотел бы сейчас называть других. Новые персоны, которые вот, обойма, так сказать, старая, ее тасуют, перетасовывают, результат, в принципе, получается один. А вот из новых персон, которых вы видите, как ярких лидеров, кого бы вы все-таки рекомендовали? Пофамильно, если можно. Если нет, пусть вам поможет Алтынай из тех мигрантов, которые состоялись в России, сделали великолепный бизнес и помогают родине. Вы знаете, есть такие люди? Назвал бы даже Жекшенкулова, посла Кыргызской республики. Да, в Москве. Он был и министром иностранных дел, опытный политик, знает свое место, в администрации президента работал, в составе правительства работал. Один из подготовленных кадров, я считаю, тем более внешнюю политику хорошо знает, он не зря сидит послом нашей страны, нашим стратегическим партнером в России.
И, конечно, можно было и среди мигрантов, я бы даже рассмотрел, вы знаете, вопросы, вот, почему бы снова и женщин не поставить. Я бы выдвинул бы хотя бы на должность вице-премьера Айгуль Рыскулову. Почему бы нет? Но она тоже стоя обойма. Она тоже, ну, стоя обойма, но почему Ну, нельзя достойная. её? Она достойная. Да. Если скажете спортсмен, она спортсменка. Если она скажете, есть опыт, есть. Образование есть. В Москве сейчас представитель городского правительства работает. Разве плохо? Вот я вам 4 назвал. Спасибо. 5 ты сами назвал. Спасибо. Можно еще? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если вам предложат пойти в правительство, вы согласитесь? Премьер. Да, премьера. Нет, во-первых, Вот это во-первых, надо защищать. вы знаете, я в состав правительства готов пойти. Ну, примером, не то что примером, меня даже в КТР, ЛТР не запускают. Пирамиду не запускает, государственное радио, потому что я один из тех, которых прошлые власти, нынешние власти видят как в числе Ну, черных. такие-то люди нужны, как нас. Зачем вам КТР заходить? Правительство зайдите, работайте. Я сомневаюсь в том, что кому-то я нравлюсь. Из числа правительства. Не имеет значения. Да. Вы сами говорите. Нам надо объединить, наоборот, все усилия, чтобы страну как-то вперед вытащить. Еще вопрос у меня к Алтанае. А вот Бонжбек говорил о том, что на 500 миллиарда вырос лишний долг, да? И ситуация действительно тяжелая, и теперь у нас есть как бы аргумент, который все недостатки работы покроет, это пандемия, это мировой кризис, и мы в том числе. При этом, начиная с объявления карантина и так далее, в Кыргызстан поступило большое количество денег для поддержки. Входят ли в планы народного контроля отследить движение этих денег и посмотреть на реальные результаты, на что они были, это же целевые вливания, причем они не облагаются ничем, и они как бы не требуют особой отчетности, это поддержка. Вот эту работу вы намерены сейчас привести и как журналист народный, и в рамках движения народный контроль. Это очень важный вопрос, и, кстати, он у всех на устах, и всем хотелось бы знать. Больница еще не построена, тендер еще не состоялся, масса денег поступила по всем каналам. Где они? Что с ними происходит? Что Баронов делает, борясь с пандемией, в частности, из этой истории? Намерены ли вы изучить вопрос? Сизин капарына сиздин сурооңузга кыргызча жооп берип коеюн. Себеби дегенде Кыргызстандын 90% кыргызча сүйлөп, кыргыз тилинде жазат. Сиздин сурооңузга жооп албетте, сөзсүз. Биринчи ошол элдик көзөмөл дегенден кийин Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын бардыгын элдик көзөмөл. Биздин артыбызда калкылдаган эл турат, ошол эл өзү көзөмөлдөш керек. Бюджетти көзөмөлдөш керек. Пандемия боюнча келген жардамдагы миллиондорду көзөмөлдөш керек болчу. Жанагы кен байлыктардын берилип кетип атканын көзөмөлдөш керек болчу. Анан баягы чек ара маселесинин кандай чечилип атканын көзөмөлдөш керек болчу. Себеби дегенде баягы журналисттер дагы мамлекеттик, анан кийин деген жанагындай оппозициялык маанайдагы болуп бөлүнүшөт экен дагы. Анан өкмөттүн, президенттин чечимдери элге жетпей калып атат дагы. Биз деген көп жыл өткөндөн кийин билип калып атабыз. Тиги участок берилип кетиптир, бул чек ара берилип кетиптир, буга кол коюлуп кетиптир деп биз түштөн кийин билип калып атабыз. Көп жылдардан кийин билип калып атабыз. Ошондуктан элдик көзөмөл, элдик кыймылы ошол нерселерди албетте көзөмөлдөшүбүз керек. Ошондуктан Кубанычбек Сатындиевич айткандай, ошол өкмөт түзүлөбү же болбосо өкмөттүн, президенттин ар бир иш-чарасына элдин атынан, эл менен чогуу биз катышышыбыз керек. Катышып, кайсы акча каяка сарпталып атат, канчадан сарпталып атат. Болбосо мына Кубанычбек Сатындиевич өзү айтып кетти, жана бир адамга 3 000 доллар кетти деп чыгышпадыбы? Биздин өзүбүздүн жарандар айтып атат, бир таблетка беришкен жок деп атат. Бул деген өкмөттүн дагы элди тонуп аткандагы белгиси болсо керек деп биз божомолдоп күмөн санап атабыз да азырчы. Албетте далилдерибиз жок. Бирок деген ошол сиз айтып аткан пандемия боюнча келген миллиондордун ар бир тыйынын санашыбыз керек. Себеби дегенде аны деген азыр бийликтегилери берген жок да. Ааламдагы мамлекеттер бийликтегилери берген жок. Бизге жардам катары кыргыз элине берип атат. Кыргыз элине бергенден кийин кыргыз эли ар бир тыйындын каякка сарпталганын биз билишибиз керек.
Орысча кыскача айтып коеюн. В связи с пандемией весь мир помогал и до сих пор помогает, да, до сих пор поступают денежные средства в Кыргызстан. И мы все видели, как Манчбек Сайтмедиевич сказал, мы все видели, как они заявляли, что на одного человека, который заболел коронавирусом, уходило по $3000. А были люди, которые говорили о том, что в соцсетях это были люди, которые говорили о том, что даже ни одной таблетки не дали, ни одной таблетки не принимали, ни укола, ни таблетки. Поэтому мы называемся общественное движение «Народный контроль». Народный контроль обязан контролировать все средства, которые поступают в Кыргызстан, потому что за нами народ. Пока мы 2000, но мы надеемся, что после сегодняшней пресс-конференции нас станет намного больше. Мы должны контролировать даже горнорудные отрасли. Какие земли, куда отдаются, что там копают, что вывозят, в какой форме вывозят, может быть золото, может быть деньги, я не знаю. Но вот все, что происходит, мы должны все это контролировать, потому что мы называемся народный контроль. То есть вы этим занимаетесь, и вы можете представлять какие-то результаты, да, правильно? Да, вот я хотел пополнить. Во-первых, вот далеко ходить не будем. Вот Дарья сидит, мы были в обсервации вместе. Да. О каких $3000 можно вести разговор, когда даже одноразовых стаканчиков, ложек, вилок не было вначале, да, пока мы шум не подняли, да? И причем, знаете, по 20, по 30 человек в одной комнате лежали, там нормальных условий ни одной подушки даже не было. И ни одной аптечки не было у тех медиков, которые из дома забрали, просто привезли. Сотрудники милиции даже не в форме, они в спортивных штанах, понимаете. А поэтому народ должен знать, какие откуда пришли. Есть грантовые, куда они распределяются. А есть кредитные, которых нам все равно придется $500 миллиона платить. Да. Премьер-министр еще в апреле в Джавахинише сказал, что 458 миллионов долларов уже получает правительство. Да? Куда они израсходуют? Ну, нам понятно, что в бюджет сейчас не поступает денег, предприятий поддержки должной там малого и среднего бизнеса нету. Люди в домах оказались сейчас, многие предприятия полнокровно еще не работают. Стало быть, нам надо поднатужиться, всем нам, понять надо, нашим гражданам, да, об этом. Но в то же время среди нас есть и аильные депутаты, и село, которые проживают люди, да, которые будут тоже на своем уровне требовать. Вот бюджета Ильгинишева столько было, куда они деваются. Мы с правительством тоже хотим, чтобы правительство наше отчитывалось перед народом, куда, сколько миллиардов, сколько миллионов делись. Мы должны знать, потому что наши люди, наши дети будут платить. А можно спросить, пожалуйста, у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а кого вы достойных видите среди депутатов, которых бы вы хотели бы, ну, как мостовом, да, нашей отечественной политики, три созыва, да, по-моему, отсидели. Два созыва. Два созыва отсидели. Кого бы вы хотели бы видеть в следующем созыве, в седьмом, из нынешних депутатов? Да, я 2 созыва был депутатом. Во-первых, я хотел бы, чтобы выборы прошли в мажоритарной системе. Хотя бы, если сейчас на это не пойдут, хотя бы 50 на 50 сделали. Потому что с некоторых тяжелых регионов ни одного депутата сейчас нет. А партийная система показывает, что лидеры партии карманы набивают, а люди остались без должного внимания. И потом, знаете, я бы хотел бы систему отзыва депутата сделать. Если он недостоин, чтобы избиратели могли отозвать его. Как было, да, как было в 2005 году. Вот я избрался в 2005 году с 74-го округа, мажоритарный, то есть я прямые выборы прошел. Мы отчитывались перед избирателем, мы, получив задачу наказа от избирателей, как выполняется, мы докладывали и старались. И, конечно, депутаты, некоторые говорят, он вот, чиновник районный становится, за всю республику не отвечает, ничего подобного. Он депутат Кыргызской республики, если даже с одного района. И законы, постановления, которые он принимает, это касается всей страны. Тем более я был вице-спикером, я за всю страну, за весь парламент нес ответственность, и мы
объединялись не регионально, а со всей республики. Кроме этого, да, вы говорите, 2 раза избрался я, да, в общей сложности 4 года я поработал, 4,5 года, потому что одна революция, вторая произошла, там, распуск и так далее. С нынешнего состава я бы с удовольствием поработал бы с Улукбеком Ормоновым, депутат, он уже опытный, и в вопросах миграции разбирается, проблемными вопросами занимается. И вот в период пандемии он много с Мухтек Юсуповичем Абдулдаевым я поработал бы. С такими людьми я с удовольствием поработал бы. Они знают свое дело, опытные. И есть молодежные должности, которых надо, но парламент должен быть, знаете, профессиональным. И когда говорят вот, некоторые, что с бизнесменов должен только состояться, что они будут кормить людей, ничего подобного. Среди них должны быть и дорожники, и учителя, и врачи, и журналисты, и все остальные. Зина Капаровна, коротко могу я дополнить, да? Да. Кубанычбек Сатиндиевичти эмне үчүн колдойм? Мен ошону бир эске сала кетейин. Буга чейинки парламенттеги депутаттардын арасынан Кубанычбек Сатиндиевич Исабеков жалгыз депутат, Кумтөр менен соттошкон депутат. Кумтөр деген долбоор, бул деген Кыргызстандын жүрөгүн өйүп, оорутуп, канатып келаткан долбоор деп эсептейм. Ошондуктан Кубанычбек Сатиндиевич ошол Кумтөр менен соттошуп, 2 жолу утуп алып, анан ошол Кумтөр Кыргызстанга ошол чечим менен, соттун чечими менен Кумтөр Кыргызстанга миллиондогон сомдорду бюджетке которуп берген эсибиз да бар да. Мен ошондуктан Кубанычбек Сатиндиевичти колдодум. Анткени бул киши кайдыгер эмес, ошол Кумтөргө өзү жалгыз аттанып, мыйзамдын чегинде, өзү дагы юрист, мыйзамдын чегинде алар менен соттошуп жеңип алган. Андыктан мен бул кишини колдодум. Кубанычбек Сатиндиевич айткандай, жогорку кеңеш профессионалдуу депутаттардан туруш керек. Жогорку кеңеш Кыргызстанды ааламга уят кылбаш керек, шерменде кылбаш керек. Андыктан биздин элдик көзөмөл коомдук элдик кыймылга келип кошуңуздар деп чакырып кетет элем. Спасибо. Чоң рахмат. Я не заканчиваю. Могу оказать удовольствие задать вам, прежде чем закончить, один маленький вопрос. Вы обмолвились, что вы возглавляете ТСЖ. Вы сказали, что вы доктор. Мне хочется знать, хороший ли у вас дом, есть ли там такой порядок? Сумели ли вы вот на этой микроскопической точке воплотить свою мечту о справедливости, чистоте, красоте и разумном расходовании ТСЖшных денег? Смогли? Очень хороший вопрос. Знаете, без недостатков не бывает людей. Когда много хвалят, мы портим людей. Недостатки у всех есть, у меня, у вас и так далее. Да, я из-за того, что безразлично не могу относиться, я живу в этом доме, где я живу вот на улице Иркинбек. Я купил эту квартиру и жил в 12-м микрорайоне обыкновенной квартиры. Сейчас там по новому адресу живу порядка 8 лет. И из них я 4 года являюсь председателем ТСЖ. Ну, 4 года тоже до этого активно помогал, и народ выдвинул и избрал меня. Кое-что удалось сделать, начиная из 7 подъездов, к примеру, сейчас 6 подъездов перекрывается крыша. То есть 4 перекрыли, сейчас еще 2 подъезда. Из них часть населения только процентов 20-25 собрал, остальные за счет спонсоров, за счет своих и помогают. Кроме этого, произошли ремонты 3 подъездов, к примеру, да, предстоят еще остальные. Мы заменили трубы отопления, систему отопления все, и холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации и так далее. Субботники мы проводим, объединяемся. Сейчас хотим заасфальтировать территорию, детских городов построить там. То есть объединение тоже есть, без недостатков тоже не бывает. Я свою миссию скоро хочу закончить, вот после того, как вот эти 2 вопроса решу. Спасибо большое. Я думаю, что в масштабах государства вы тоже могли бы все поменять, все улучшить, построить детские площадки, и мы бы наслаждались хорошей жизнью. Итак, я заканчиваю пресс-конференцию. Вы поняли суть поправок и идею нового общественного движения «Народный контроль». Всем спасибо. Спасибо. Это чуть-чуть тоже. Дарья, всех вам благ, спасибо. Чоң рахмат. Түз эфирди мен дагы аяктайын. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен расмий оппозицияга өттүм. Өзүмдүн позициямды билдирдим. Буга чейинки болуп келген окуяларга мен макул эмесмин.
кадрдык саясаттын чабалдыгына дагы макул эмесмин. Ошондуктан мынабу элдик көзөмөл, эл өзү көзөмөл кылыш керек, элдик көзөмөл, элдик кыймылына келип кошулуңуздар. Мен дарек менен телефонду комментарийлердин арасына жазып коем. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Түз эфирлерди байкап туруңуздар, анткени мен ушул олуттуу иш-чаралардын арасында жүрөм. Түз эфирге чыкканга аракет кылам. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.